ребята, я смотрю, многие из вас сегодня пришли без настроения. Перед вами лежат стикеры. Вы можете весь свой негатив написать на этих стикерах и выбросить в ведро. Вы знаете, ребята, что все химические реакции протекают с какой-то определенной скоростью. А теперь давайте создадим броуновское движение. Реализация знаний, прием правды или ложь. Первое. Взрывы являются очень быстро. Да, правда. Правда. Пятое. Старение кожи протекает быстро. Ложь. Обезболивающих таблеток происходит быстро. Правда. Коррозия стали протекает медленно. Пожалуйста. Правда. Да. Итак, тема урока – скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Целью урока является описывать выражение скорости гетерогенных и гомогенных реакций, производить расчеты средней скорости, объяснять влияние различных факторов на скорость химической реакции. Итак, значит, две группы, да? Первая группа – скорость химической реакции, влияние концентрации на химическую реакцию. Ребята, сейчас вы будете работать в группе по стратегии Фила. То есть вам нужно будет ознакомиться с новым материалом, изложить все факты, предложить свои идеи, изучить проблемы, вопросы, касающиеся этой темы, а затем составить план действия. Давайте 3 раза хлопнем. Итак, первая группа, пожалуйста. Сегодняшний урок – это скорость химических реакций, это во-первых. Второе – это гомогенные и гетерогенные реакции. Третье – влияние концентрации на скорость химических реакций. И четвертое – это эксперимент. Итак, темой нашей группы является скорость химической реакции, по которой мы выявили пару интересных фактов. Скорость химической реакции происходит как и в гомогенных, так и в гетерогенных реакциях. Формулами их являются формула гетерогенной реакции, точнее ее скорости, это мы делим количество молекул на площадь, умноженную на разность времени. Скорость химической реакции используется в быту. К примеру, при готовке. Когда у нас, получается, есть вещества, ну то есть продукты, они складываются, и с помощью температуры скорость взаимодействия этих веществ происходит быстрее. Следующими нашими идеями являются в том, что мы можем также использовать скорость химической реакции в изготовлении таблеток. Итак, скорость химической реакции. Скорость химической реакции – это изменение концентрации во времени. Влияние концентрации на скорость химических реакций. Концентрация влияет на скорость химической реакции. Чем она больше, тем выше скорость. Мы вторая группа, и наша тема является влияние температуры на скорость химической реакции и катализ. Исходя из нашей темы, мы выявили несколько фактов. Первый факт. Зависимость скорости реакции от температуры определяется правилом Ван Гофа. По нашим темам подготовили 2 идеи. Первая идея – это с помощью катализаторов мы можем намного сэкономить на именно дорогие реактивы. По нашей теме мы подготовили несколько основных вопросов, на которые ответим, пока будем идти по нашему плану. Основные вопросы – это как работает катализатор, на какие виды разделяются катализаторы и как влияет температура на скорость химической реакции. Влияние температуры на скорость химической реакции. Как вы знаете, влияние температуры на скорость колоссальное, потому что чем больше температура, тем быстрее двигаются молекулы, тем самым скорость реакции увеличивается. Катализаторы подразделяются на гомогенные и гетерогенные. Влияние катализатора на скорость химических реакций называют катализ. Бывают гомогенный и гетерогенный катализ.
типичным катализатором являются металлы и их оксиды. Хочу показать на примере реакцию, гомогенную реакцию. Это взаимодействие СО2 с О2 с водой. У нас получается H2SO4. Гетерогенная реакция у нас соединение аммиака с кислородом, то есть окисление аммиака. У нас получается NO плюс H2O. Катализатором является металл платина. Дальше по плану ингибиторы. Наряду с катализаторами существуют вещества, которые замедляют реакции. Они называются ингибиторами. Также еще есть каталитические яды. Каталитические яды, они вызывают отравление катализатора. Итак, как я уже рассказывал, гомогенные реакции – это те реакции, которые происходят в одной среде. Например, возьмем два газа. Это азот и водород. Также я говорил, что гетерогенные реакции – это те реакции, которые происходят в разных средах. Например, при взаимодействии цинка, это у нас твердое вещество, с соляной кислотой, которая является раствором, мы получаем хлорид цинка с выделением газа водорода. А теперь практическая часть урока, ребята. Первая группа. Вы должны экспериментальным путем доказать влияние концентрации на скорость химической реакции. Вторая группа. Вы доказываете экспериментально влияние катализатора на скорость химической реакции. Итак, сейчас я хочу показать, как гранула цинка будет реагировать с концентрированным раствором азотной кислоты. Концентрированный раствор азотной кислоты я наливаю пару миллилитров в пробирку. Добавляю внутрь пробирки гранулу цинка. Как вы можете заметить, произошла бурная реакция с выделением бурого газа. Этот газ очень удушлив, поэтому я его тушу водой. Реакция происходила бурно в этой пробирке, потому что раствор азотной кислоты был концентрирован. Итак, как вы можете заметить, серная кислота реагирует с цинком. Цинк взаимодействует с серной кислотой и начинает выделяться газ. Серная кислота разбавленная. Это показывает то, как сильно концентрация влияет на скорость реакции. Итак, сейчас мы проведем очень интересный эксперимент. Для этого нам понадобится одна сырая картошка и одна вареная картошка, а также перекись водорода. Мы наливаем перекись водорода в сырую картошку, также вареную картошку. В сырой картошке идет быстрая реакция, нежели чем в вареной картошке. Это сказано то, что в сырой картошке ферменты белка, они еще не разрушены. А теперь, ребята, давайте проведем взаимооценивание. Я надеюсь, что взаимооценивание будет справедливым. Думаю, эта группа работала хорошо, так как с помощью нее мы поняли, как катализаторы и температура влияют на скорость химических реакций. А также их идеи, где можно использовать катализаторы, то есть где они именно используются, допустим, в производстве, как они написали, и где можно использовать ингибиторы. В целом, мне понравилось, что первая группа работали сообща. И хочу вам пожелать, чтобы факты у вас были немного соответствующие. Итак, рефлексия урока, ребята. Перед вами Мишель.
Вам нужно будет выбрать один из номеров этой мишени, дать оценку уроку и оценку своей работы. Я выбираю мишень 8. В принципе, я понял всю тему, но только у меня очень были проблемы с отличием гомогенной и гетерогенной реакции. Я ставлю 10, потому что все темы были очень понятны, группы хорошо работали, все работали так очень кооперативно вместе. Так, ребята, моя оценка. Группы работали неплохо, хорошо, слаженно, дружно. Особенно ребята очень хорошо провели эксперимент, рассказывали, значит, понятно. Особенно в этой группе хорошо работал Костя, Дина хорошо работала, помогал нам, значит, Сергей. В этой группе хорошо работали Ваня, молодец, хорошо провел эксперимент. Значит, Настя, Газиза, Влад хорошо очень работал, мне очень его выступление понравилось, и Жасмин. Также нам помогал Денис, и немножко нужно будет подтянуться Яне, да? Теперь, ребята, если у вас были проблемы с решением задач, я вам даю домашнее задание еще раз прочитать внимательно эти параграфы, и на следующем уроке мы начнем урок с решения задач на скорости химических реакций. Я думаю, мы пробелы свои восполним на следующем уроке. Урок закончен, до свидания, спасибо большое.